Здравствуйте, дети! Сегодня мы будем с вами говорить об экологии и об окружающем мире. Ребята, вспомните, пожалуйста, что такое экология? Кто мне скажет? Экология – это связь между организмами и окружающей их средой. Так, молодец! Вот, ребята, вспомните, пожалуйста, что такое окружающий мир? Кто мне скажет? Окружающий мир – это природа, человеческое общество и то, что сделано человеком. Так, молодцы, ребята! Значит, окружающий мир – это природа, это человек и его труд. Ребята, давайте вспомним, что собой представляет наша планета Земля. Вспомните, пожалуйста, что такое глобус. Кто мне скажет? Пожалуйста, Фома. Глобус – это модель Земли. Земля – это наша планета, в которой мы живем. Только на Земле существует жизнь. Так, молодец. Значит, давайте спросим, что его беспокоит. Я – это Земля. Самая прекрасная, родная, разноцветная, веселая, живая. Ты для нас, как мать одна на свете. Мы твои заботливые дети. Но порой под нашими руками красота твоя бесследно исчезает. Задыхаются от грязи океаны. Звери, птицы, травы погибают. Где бы мы ни жили на планете, за твою судьбу мы все в ответе. Мы твои помощники, друзья. Мы земля с тобой, одна семья. Мне радостно слышать вас и обидно. Ребята, нас услышала наша планета Земля, но что-то голос у него грустный. Что же случилось? Это было давно. Я пробуждалась каждое утро и была счастлива. Неужели я когда-то могла радоваться, могла любить? А ведь любила весь мир. Все вокруг. Солнце, травы, изучение рек, пение птиц. Я любила созданную природу, как заботливая мать любит своего ребенка. Как же я была прекрасна в то время. Первый человек появился на свет. Вначале он чувствовал себя частью природы, но разум, который я вложил в его мозг, оказался направлен не только на создание, но и на разрушение. Он начал порабощать меня, растения и животных. Он разрывал монеты на куски, достает внутренности, заполняет мою прозрачную кровь ядами. Он прикрывает мне вены плотинами, душит вредными газами, ранит атомными взрывами. Во что превратилась некогда прекрасная Земля? Неужели я создала и вскормила собственного губителя? У вас еще есть немного времени, чтобы спасти меня и самих себя. Я верю в ваши силы, в ваш ум и добрые сердца. Так, молодцы. Ребята, что же случилось с нашей планетой? Почему она жалуется? С нашей планетой произошла беда. Ее здоровью угрожает опасность. Так, молодец. Ребята, тема нашего занятия так и звучит. Планета в опасности. Человек наносит природе большие и маленькие раны. И сегодня мы с вами поговорим об этих тревожных сигналах природы. А также совершим путешествие по станциям и поработаем в группах. Так, какие же задачи мы поставим перед собой, чтобы решать проблему со здоровьем нашей планеты? И что угрожает нашей планете Земле? На все эти вопросы ответите вы сами. Сегодня вы окажетесь в роли ученых, специалистов, ботаников, географов, зоологов, которые помогут спасти нашу планету. Что они изучают? Так, пожалуйста. Ботаники. У нас в стране 18 тысяч травянистых растений. А сколько из них занесено в Красную книгу? Колокольчики, подснежники, ряд видов тюльпанов, пионов, зверобой. Ветреница алтайская. Они уменьшают содержание пыли в воздухе 3 раза, а газов и дыма в 2 раза. А люди за последние 100 лет поставили под угрозу исчезновения 25 тысяч видов высших растений. Да и площадь лесов сокращается на 20 га. Здравствуйте, птицы, соловьи,
совы, воробьи и голуби. Здравствуйте, звери, тигры, львы, слоны и волки. Если бы человек каждый день вот так здоровался, не только с родными и знакомыми, но и со всем живым, что его окружает, может быть, до сих пор на земле жили бы те все животные и растения, которые мы больше никогда не увидим. Люди уничтожили их. Уничтожение продолжается и сейчас. Цели разные. Кто-то хочет получить больше денег за продажу редкого животного или его меха, а кто-то, не думая, вырывает с корнем цветы, бывает пака лягушек, бросает камнем на птиц. Птицы развлекаются, иногда слышат, человек – это царь природы. Представить себе это невозможно. Без воздуха, воды, пения птиц, аромата лугов, шелеста листьев. Все это нам щедро дает природа, а взамен только просит бережного, доброго отношения. К сожалению, ни растения, ни животные не могут говорить. Без воды и не могут жить ни звери, ни птицы, ни люди. Вода работает на гидроэлектростанциях, добывает ток и моет всех тоже вода. А еще вода самая широкая и удобная дорога. По ней плывут суда и везут тяжелые грузы и пассажиров. Но почти вся вода содержится значительное число солей, что делает ее непригодной к употреблению. Пресных вод приходится очень мало, поэтому воду нужно беречь. Человек, запомни навсегда, символ жизни на земле вода, экономи ее и береги. Мы ведь на планете не одни. Признаки грозной беды. К чему ведет гибель животных? В последнее время все чаще стали происходить очень странные вещи. Гибель животных является жестоким. Животные являются источником сырья, да я промышляю в медицине. Хорошо. А вырубка лесов, пожалуйста, ботаники. Многие территории вырубка леса, пожаров становятся пустыней, уничтожаются растения. И говорят, что лес легкие планеты. Так, хорошо. Так, к чему ведет загрязнение воды и воздуха? Пожалуйста. Вода – один из важнейших природных ресурсов. Загрязнение пресных вод в большинстве случаев остается невидимым, поскольку загрязнители растворены в воде. Так, молодцы, ребята. Скажите мне, пожалуйста, ребята, кто виноват во всех причинах болезни планеты? Человек! Так, хорошо. Видно, люди забыли о том, что мы навсегда в ответе за всех. Кого приучили? За тех животных и растения, которые живут рядом с нами. За ту речку, которая бежит в нашем селе. За ту планету, в которой мы живем. Ведь у каждого из нас только одна планета. Мы не можем выбрать себе другую. Так же, как и Земля не может выбрать нас. Значит, Земля прекрасная. Мы все пассажиры большого корабля по имени Земля. Значит, пересесть в него просто некуда. Следовательно, болезнь планеты угрожает здоровью и жизни самого человека. Так, как вы думаете, ребята, как можно добиться гармонии человека с его планетой? Как вы думаете? Я думаю, что нам следует прислушаться и придерживать такого правила. Встал поутру, умылся и привел себя в порядок. И сразу же привел в порядок свою планету. Так, еще как вы думаете, пожалуйста? Прежде чем заботиться о здоровье планеты, мы сами должны быть здоровыми и крепкими. Так, молодцы, ребята. Так, значит, ребят, скажите, пожалуйста, какие меры охраны природы вам известны? Заповедники, заказники, национальные парки, Красная книга. Ребята, скажите, пожалуйста, вот что такое Красная книга? Как вы понимаете, что такое Красная книга? Так, пожалуйста, Карина. Красная книга – это книга, которая содержит сведения о растениях и животных. Красная книга – это как красный сигнал светофора. Предупреждает: остановись, не трогай, не уничтожай. Так, молодцы, ребята. Итак, отправляемся в путешествие.
станции «Лесная почта». На эту станцию часто приходят письма от животных, растений, которые просят у вас совета. Вам нужно внимательно прочитать их и дать ответ устно. На некоторые вот из них вот можно прочитать. Письмо номер 1. Пожалуйста, Камила. На день рождения Кате подарили щенка. Наконец-то сбылась ее мечта. Она долго просила родителей купить ей щенка, и вот у нее появился новый друг. Катя каждую минуту с ними играла, кормила, гуляла, а потом ей подарили говорящую куклу. О щенке Катя вспомнила все реже, а когда он болел, сказала маме: больной собаке не место дома, пусть живет на улице. Так, скажите мне, пожалуйста, Камила, правильно ли поступила девочка? Нет, девушка сказала, что больной собаке не место дома, пусть живет на улице. Так, хорошо. Письмо номер 2. Пожалуйста, если... Олег стоял у цветочного клумбы и бил по головкам цветов. «Что ты делаешь?» – спросила бабушка. «Пчел прогоняю. Они жалят цветы». Бабушка улыбнулась и, позвав к себе внука, что-то рассказала ему. После этого Олег выбросил прутик и удивленно пожал плечами. А я не знал об этом. Так, Исет, скажите, пожалуйста, что сказала бабушка внуку? Чтобы Олег выбросил прутик. Хорошо, молодцы. Так, письмо номер 3. Пожалуйста. Сережа, гуляя с папой в лесу, развели костер и пекли картошку, а потом папа солил костер изуча, чтобы не было пожара, а банки и пакеты закопал. Так. Кострище в лесу зарастает 5-7 лет, а до полного разложения консервных банок нужно 90 лет. Так, молодцы, ребята. А теперь у нас сценка. Сценка называется «Наша планета». Новости ТВ. Из многих городов приходят тревожные вести. Не хватает воздуха, нечем дышать. Автомобили заполнили улицы и обнаружили на горожан выхлопные газы. Аминатка, а как сейчас хорошо в лесном краю? Воздух свежий и чистый. Пойдем поздороваемся с лесом. А разве он живой? Конечно. Значит, с лесом можно разговаривать? И он ответит? Ответит, если сможет. Здравствуй, лес. Ой, сколько здесь цветов? Соберу букет. Смотри, ящерица, сейчас его поймаю. Ой, как вы меня напугали! Ведь я от вас никакого нет. Травку все вытоптали, ягоды выбрали, грибы хорошие все пропали. А те, которые остались, живот от них болит. Зайчик, мы просто гуляем, цветы собираем, а вам не мешаем. Это вы так думаете, расшумелись, раскричались. Ладно, побегу от вас искать себе еду. Так. Ой. Чего вершите? Может, мне вас попробовать? А то с голодухи совсем брюхо подвело. Лосей люди убили, зайцы сами разбежались. Ход в зоопарк, сдавайся, ход там кормят. Выходит, в лесу тоже не все благополучно. Сейчас я вас ем. Ой. Это что за шум и крик? За такое поведение вас судит мое решение. Прости нас, фея леса. Мы не знали, как себя вести. А ну-ка, помощники, жители лесные, научим этих гостей, как нужно вести себя в лесу. Не повреждайте кору деревьев. Поймите, нам больно, мы перестаем расти и долго мучительно умираем. Только сказать об этом не можем. Не ловите цветов в лесу и на лугу, ведь цветок в вазе – это племя, приговоренный к смерти. Пусть мы будем радовать глаз, омолаживая душу тем, кто придет в лес на нас посмотреть.
лесу старайся ходить по тропинкам, чтобы не вытоптать тропу и почву. Народная мудрость гласит, один человек оставляет в лесу след, 100 человек в тропу, 1000 в пустыню. Не сбивайте грибы, даже не съедобные. Мухоморы помогают расти деревья, ими питаются лоси, белки, сороки. Не разводите костер в лесу. Кострище – это раки в почвенном покрове леса. Все так изранено в лесу, как после дней войны. Здесь уцелевших не найти ни ели, ни сосны. Березу ножиком пыльнул, какой-то живоглот. Мне кажется, из-под коры моя слеза течет. От этой чертовости людской болит душа моя. Прости нас, маленький зайчонок, и серый волк, и белка. Простите, стройная береза и срубленная елка. Прости нас, пойманный зверек, тебе так тесно в клетке. Прости за то, что не сберег, и стали мы теперь так редки. Мы любим лес в любое время года, мы слышим речи, медленную речь. Все это называется природа, давайте же всегда ее беречь. В лугах ромашки солнечного света, такие, что светлее на свете жить. Природой называется все это, давайте же всегда ее любить. Прекрасный вальс, танцуя с ветром лета, дрожит в окне вечерняя звезда. Природой называется все это, давайте же с природой дружить. Станции «Лесная почта». Ребята, у вас на столе у всех имеются листочки, а вам нужно написать имена лекарственных растений. Кто больше напишет, тот получит больше баллов. Так, задание минута. Так, давайте приступаем. Так, заканчивайте, ребята. Мята, ромашка, шиповник, крапива, боярышник, пустырник, малина, подорожник, одуванчик. Так, молодец. Так, следующий. Ромашка, валериана, мята, шиповник, крапива, подорожник, малина, пустырник, валериана. Так, дальше. Подорожник, ромашка, малина, крапива, мята, пустырник, шиповник. Так, молодцы, ребят. Значит, выигрывает, зоологи. Молодцы, зоологи. Так, значит, получают 5 баллов. Ботаника получает 3 балла. И 2 балла наши географы. Ребят, скажите, пожалуйста, вот как вы понимаете, что такое лекарственное растение? Кто мне скажет? Лекарственные растения – это растения, которые содержат активные вещества и оказывают лечебные действия на организм. Так, молодцы, ребят. Добрый врач, бывалый врач, чуть услышит стон и плач, ранний час и полночь, поспешит на помощь. Дерево, цветок и птица не всегда умеют защититься. Если будут, что же они на планете, мы останемся одни. Так, молодцы, ребята. Я вижу, вы устали. Давайте сделаем минутку. Это или, как называется, игра. Так, внимание сюда. Кто задорный и веселый, и верно с правилом храня, бережет нашу природу от коварного огня. Это все мои друзья. Кто поджег траву у дома, подпалил ненужных ссор, а сгорел гараж знакомых и строительный забор. Ребята, почему вы молчите?
Так, пожалуйста, что случилось? Не надо сжигать траву у дома и подпалить у забора сор. Так, хорошо. Кто из вас в реке купался и на пляже загорал, а когда домой собрался, мусор за собой убрал? Это все мои друзья. На привале, кто в лесу, жег засохшую сосну, а потом так поспешил, что костер не затушил. Опять молчите. Что случилось, дети? Так, пожалуйста. В лесу сжигать костер нельзя. Нужно затушить после ухода. Кто, гуляя на лугу, зря не топчет там траву. Насекомых кто не ловил и цветы совсем не рвет. Это все мои друзья. Так, молодцы, ребята. Следующее наше задание, ребята, это загадки. Я прочитаю вам загадку, а вы мне отгадываете. Хорошо? Дом со всех сторон открыт. Он резною, крышей крыт. Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в нем. Кто мне скажет? Пожалуйста. Рабет. Лес. Так, молодцы, ребята. Правильно. Не огонь, а жжется. Крапива. Так, ребят, скажите, пожалуйста, почему крапива сильно жжется? Так, пожалуйста, Самат. В волосках ее листьев есть муравьиная кислота. При прикосновении кожи к кончиков ее листьев вызывает сжжение. Так, молодец, Самат. Кто работает с утра, строит дом, несет дрова, тащит целый воз еды, мало есть, не пьет воды. У него полно друзей, тот работник. Муравей. Вкусен чай и ароматен, с ней он легок и приятен. Листочки сорваны, помяты. Что ты вздыхаешь? Запах. Мята. Так, хорошо, ребята. Мир по следам любого узнавать умею я. И жирафа, и корову, и жука, и воробья. Через следы петляют около лесных дорог. Где-то по лесу гуляют на собрасе дикоров. Нет, не то, постойте, не другой цвет ходи. Это снег домова. Нет, конечно, будь уверен, не узнавать умею я. И жирафа, и корову, и жука, и воробья. Ребята, давайте вспомним, что такое экология. Кто мне скажет? Экология – наука, изучающая, как растения, животные и человек взаимодействие между собой и их окружающей неживой природой. Ребята, закончим чистоговорку нашу экологическую тему. Так, внимание сюда. Яд. Природу нужно охранять. Ля. Мы спасем тебя, земля. Ожд. Не нужен нам кислотный дождь. Я. Наука, экология. Так, молодцы, ребята. Вот скажите мне, пожалуйста, ребята, что угрожает нашей планете? Нашей планете угрожают лесные пожары, вырубка лесов. Так, хорошо. Так, ребята, скажите, пожалуйста, как вы должны заботиться о природе? Кто мне скажет, пожалуйста, Самат? Надо охранять природу во всех ее видах, охранять саму землю, почву, растительность, животных, вода и воздух. Какие экологические катастрофы вы видите в нашем селе? Кто мне скажет, ребята? Так, пожалуйста. Жасмина. Экологическая катастрофа – это изменение природных комплексов, связано с массовой гибелью живых организмов. Так, молодцы. Ребята, как их нужно устранить? Кто мне скажет? Пожалуйста, Дилара. Нужно выбрасывать мусор, загрязнять воду, воздух, убивать животных. Я уверена, что вы уже сейчас начнете заботиться о своей планете, ребята.
Я речь свою веду о том, что вся земля наш общий дом, наш добрый дом, просторный дом. Мы все с рождения в нем живем. Земля не спит и каждый день глядит в глазах своих детей. Давайте вместе землю украшать, сажать сады, цветы сажать повсюду. Давайте вместе землю уважать, относиться с нежностью. Мы забываем, что она у нас одна, неповторимая, ранимая, живая, прекрасная, хоть лето, хоть зима. Она у нас все равно одна такая. Я обнял глобус, шар земной, один над сущей и водой. В руках моих материки мне тихо шепчут: береги, в зеленой краске лес и дом. Мне говорят: будь с нами добр, не растопчи ты нас, не жги. Журчит глубокая река, свои лаская берега. И слышу голос я реки: ты береги нас, береги. И птиц, и рыб я слышу всех. Тебя мы просим, человек, ты обещал нам и не лги, как старший брат нас береги. Я обнял глобус, шар земной, тебя, родной мой, сберегу. Ну, наша планета улыбается, кто мне скажет? Она поняла, что у нее появилась настоящая хозяева, которые вылечат ее, превратят в цветущий сад. Коль суждено дышать нам воздухом одним, давайте же мы все навек объединимся. Давайте же наши души сохраним, и на земле мы сами сохранимся. Ребята, понравилось вам мероприятие? Да. Так давайте украсим нашу планету цветами. Вы хорошо работали, спасибо вам. Это не сон, это рассвет, пение птиц, зеленой тиши, запах лугов, солнечный свет. Это мелодия нашей души, все, что дала природа нам, мы сохраним. Наши меньшие братья, дети земли, будут рядом с тобою, и навсегда только добрые руки им протяни, проведи над бедою. Ветром лесов, солью морей, дышит живое планета Земля. Тысячи глаз, любимых детей, смотрят с надеждой на тебя. Все, что дала природа нам, мы сохраним. Наши меньшие братья, дети земли, будут рядом с тобою, и навсегда только добрые руки им протяни, проведи над бедою. Мы вас приглашаем, ребята, чай из лекарственных растений. Так, пожалуйста.